Таджикистан ждет специалистов из Китая для строительства парламента. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете о новом хобби Рахмона – вгонять страну в долги. Подписывайтесь на наши обновления, чтобы всегда оставаться в курсе событий. В Таджикистане построят новое здание парламента и правительства республики. Таджикистан попросил Китай направить экспертов для реализации совместных проектов двух стран. Этот вопрос обсуждался накануне на 11-м заседании Таджикско-Китайской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которое прошло в режиме видеоконференции под председательством министра экономического развития и торговли Таджикистана Завки Завкизоды и заместителя министра торговли Китая Ю Цзяньхуа. В ходе встречи стороны пришли к соглашению принять необходимые меры для ускорения реализации инфраструктурных проектов. Так, китайская сторона в кратчайшие сроки направит специалистов для строительства нового комплекса парламента и правительства. Парламент займет площадь почти в 43 тысячи квадратных метров. В нем оборудуют не только залы для заседаний, но даже медкабинет и библиотеку. А комплекс правительства будет состоять из нескольких высоток. Все их расположат в сквере, общая площадь которого превысит 10 гектаров. А также для реконструкции дорог в Бохтаре и Кулябе, участках автодороги Куляб-Муминоват. Хорошо, согласны, нормальные дороги стране действительно нужны, и их реконструкция пойдет на пользу народу. Но зачем новый парламент? Или звание лидер нации уже не помещается в старом, слишком много величия? Кажется, когда страна в таком экономическом положении, то можно посидеть и в старом парламенте. А вы как считаете? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментариях. А то еще Рахмон увидит новый чистенький парламент и захочет себе еще одну резиденцию, а то мало золота и резьбы, не по-богатому. Также была подчеркнута важность возобновления работы таджикско-китайской горнорудной компании. Между тем, китайская сторона проинформировала, что уже более 1000 специалистов задействованы в работе над совместным проектом между двумя странами. Согласно данным Минэкономразвития, в 2018-2019 годах Китай привлек порядка 1,7 миллиарда юаней, это 225 миллионов долларов, для развития социально-экономической инфраструктуры Таджикистана. Китай является третьим по величине торговым партнером Таджикистана после России и Казахстана. В 2019 году внешнеторговый оборот Таджикистана и Китая составил 661 миллион долларов с удельным весом в 14% во внешнеторговом обороте. Но давайте еще вспомним, как Таджикистану пришлось отдать часть своей территории Китаю за долги. Зачем гонять страну в новые? Или это план по оптимизации экономики Таджикистана? Отдать территории вместе с людьми, чтобы меньше было кому платить. Как вы относитесь к такой новости? Напишите нам, пожалуйста, в комментариях. У нас на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!